Kalasa bana sika. Kışalara iyi. Киргелли. Тергелге. Şu, topsa kalas bu. Хавра милли майдырақ. Милли бек түйінен сірі. Bu biblioteka desesen. Peki çünkü uçulsa gayet. Manşun bibliotekalı tülenmeli olur. Tırsibe kalasasın. Mana biblioteka pide pılsık pölü varsa гуманитарный yeni bir вренцекларны ырын демелі. Библиотека байхине пірлеп курстар сасы. Я кушал хинчин тебренежі. Шамба урх yeni bir adalan. Гуманитарный yeni bir учнение мехте бума. Мен туры шак мана шак библиотека айхи. Мадам палах манба işleri pigayhi. Bu uçuknya hoy süreci Lenin ячили библиотекана. Вот каждый бума на шамда секретче. Hep Тимирязев ячили академия времени, манунда времени ботаника, физиология, ундан шеремеле суховласия, пахча семисмеле тусаилеши, ман шавзенетип чемели. Айхи первыше изегать каждый библиотекана, перкуба изе барат книге, маншавна бумалла, бумаюнашарларса, булады кайрам бара ман кайрам палмалла, билимге ондандар сабамала. Хош книге бумала гайра, хош книге начар, парашавы чукне, төленмеле чапны литературу була энде, барык тырсагайна ку айхи тулы ябала. Кайрам Тимирязев ячили академии Брензи Буксаса, yapmaktan biyologun sesliğine kuşarmışı. Kayran man aşaşuranın hışın korpus kilmeli bulunca ki şini vurun şuramalar bulunca. Şini vurun şuramalı miski. Tedigara, et kışta işleşin. Hep işleşin, tönçerep kır işerekine, bibliotekırakına. A bibliotekına milletime buldaradın, sanın menni şuk. Теплом ман пачурква. Шавичкне, русскобранде вот чи чапли библиотека Шутлана Лени, ячили библиотека, вот официально ячили. Но чи чапли библиотека Шутлана, вот предлагалась библиотека иностранной литературы. Шавата пидем чи пиде пызык пилюле шинземишлени. Лени библиотека пиде официально чапли библиотека. Unda samakra parçı niyetime busasın, onda nigamasana eşedilmiş bulmalı. Akıl şar diri tölenmeli osla числа библиотека. Unda bibliotek иностранной литературы gezesi, endi o tölenecek sakaymalı. Samakra hep şamda işlep gezesin, hep çırpıştırıcılar makada şarjını bilince. Hal tedi kalay, idle katıvanım der, san yapınçıklıya kalada işimiz bulmalı. Сан ишлес буда шар библиотекара. Еп храсай укрым, еп мелешнега будараги бунда. Бунда еп биолог, бунда чилге билмели, бунда твады билик чилге билеген чинзем ишлеше. Тиди галат, бұл универсальный библиотека, бунда биолог семде бұл. Балькара калашса бухады, Гёте шинжен пиди пызык чаплы книги кыларны, жидайды Житомирской бар, кегі пирдегі туслыча. Кайс каласа, айто шабы Житомирской калачать, калать вот манжамбек ёмок лайф, ёмок литературы мне не были, парахай Житомирский калать, калиш, мне говорят, те бродила, биолог сэмар, биолог, математики, биолог, всем пидем Беларуси. Вот шамбек шимда, еще лекари. А онда көбекші ша библиотекара чипрем шакуня кайгала. Турек калашы. Шилни лайги лайо. Парчишни шо парчина. Литературная юрадаги, юрада изеги бунда. Хал мана Житомирская Зинаида меня, Зинаида Викторовна мана тесили. Я как Зинаида Викторовна мана андеунда ежелime булдарайма шегион. Я сумпир ваншуклади. Изегать он мана ша библиотека библиотека в доме ячили сюри. Учня Маргарита Ивановна Хойлара, тикемеш пулемре, директор. И сегодня она Зинаида Викторовна Житомирский, ой,
мені батня, Маргарита Ивановна батня, Рудомин батня. Рудомин вара директор. Леш теренмеле чахло специалист и Гёте, немецкий gibi. Бывает, вот дети Шахрбек, Şiriniz'e girdim. Pili, Piçe журналу соло жирает, Хойди литературная юрадает, Маргарита Ивановна Каласа барает. Я б хами шикмеликс и тюрях шкалашын. Я Маргарита Ивановна дерем. И пала пили юрадает, псак библиотекуна. Анчакта эп биолог. Мандером эп шагунда сирым падырдава, Зинаида Викторовна был прибегундар пили гултычылге. Эп от гарада продем бердимсчил генешеш. Бескеле гасяк библиотека. Кунда оспарасыне специалист васы пиринеч. Эс лайкшин булсасын, дивамада сукмасын булсасын, санын литературу туйме булсасын, она эбр тузаши делим. Эбр сирет лайк специалист тузаши делим. Тугы шиннигін алай. Анчакта, пурнеде теріс каламанура, начар булсасын, шун далқыр эс хавақшабынан сирбензе тұқсайын келим. Эбр сирет кылашара. Тергелишін ес. Япа Маргарита Ивановна. Еп тергелишін. Еп никайша никамада никшанда сукмасты. Ман еп совешлишін. Үлі апарылары. Бара кірсе қарымшық тәленмелі чаплы библиотекана. Халі мұнда ішледік. Еп мұнда ішледік. Халі биологи яни бе. Журнал земкелсе драші. Мұнда жылгебе силны журнал земкелсе драші. Она пақсаду қадым білім бе. Статья занеся биология лени бе. Силны статья занеся пақсаду қадым. Епте шымарден. Она пычык рецензисен шырза барадым. Ой шамбек ішледік. Библиотекана юрас сабрах на уровне соны. Тәленмелі библиотека. Тәленмелі. Тада онда айхи первестерунда бірақ кенеге земін болмай. Шанда Маратчева. Шыбақ ончуне қадырлече. Куча родинчуне в Франции по исчезению. Она пилила литературу, юноки шопсяк библиотека росли, и она ундан из-за парадов, сотрудник полный бе, и хамщине из киле из парзайратницы библиотека. А хали при книге не дилеевес, да была масса спундара. Айхи ирвухатер сейкр, эбеде ирвухатер сейкр. Пидет тусла. Темле кашсемде булаш, темле литературу кашсемде булаш, шанде пиде шабденебе был адаланса бурадын. Пак шитры шагынбек хыбар. Шаг библиотекуна тувашын гуманитарий ейбешеш. Муны директорне лардашын пиде перчаку хирарына. Косыбин херне. Маргарита Ивановна Кларжа Ядеш, ключи косы перехеры. Полный пирм пач ужинче. Пирм хайки айхи кильни де, я выйдет. Скир был сир библиотека надеет. Он лишь раздевалка де пришам, да, учил он да, тергели пальто сем шагом задрать спирнибек. Халь пер туплёнка сем шагом задрать. Сирнди кары жороба пахма порушки. Педем туплёнка шагом задрать. Пирм беки сем щука. Вара, был сам косвей хермашта, раньше был пили, лайк щелкин где-то шупали. Анчакта тенчерем было пилим библиотек листини, нимен где прелестен. Пурде хораса здесь трассе, пурде лайк где-то здесь трассе. Вара тыденче шемерме, вара шемерме, пилим библиотека, на. Лишь они биолог, математик, физик, педимбе, сирпетреш. Юнчи спирен, ша гуманитарный ейбеши. Тогда ша гуманитарный уйромен чешле генсе пуры не де улыштарчиш. Пур де всем офицер всем генерал всем херзем чипитим бешанбек кипчиш. Манын да каймалла. Бара эп шум заду хады пили юрадатын библиотекана. Бара мана шубашын закларать хады. Пилишын закларать. Еп тухада, ничана манасю, тухада пхамли библиотекара урама кындык менен. Она Хильскет Людмила Алексеевна, переншели директор. Откуда Шураши, Людмила Алексеевна, я работаю Хальбуслова, я биолог в научно-библиографическом отделе. Мы попали под сокращение, но мне невыносимо тяжело расстаться с этой библиотекой. Халька начали мы пошла на витха.
Он говорит, а в чем дело? Я сказала, я вообще-то очень люблю литературу, у меня даже вышла книга, я человек с гуманитарного направления. А что ж ты? Ничего подобного нет. Зайдите ко мне завтра. Зайдите завтра. И мы обсудим, что вы хотите. Ирхинеп каяды, он да секретарь. Секретарь эти урухлашинзе. Я сказала, вы куда? Я не делаю, я Людмила Алексеевна. Она уехала в Париж. А она говорит, Людмила Алексеевна, она ко мне, пропустите ее, дети. Корректно. Людмила Алексеевна, ну что вы, владеете каким-нибудь языком? Я вообще знаю хорошо немецкий язык, по-турецки я хорошо знаю. Ну, это так, те. Но у нас здесь владеет 5-6 языками. Нужно обязательно европейский язык, английский обязательно, французский обязательно. Но все-таки я сейчас попробую, Шамгуравна bir отдела, пилилайф отдел, тюрячин заедичам пушлыхне. Вот эти сотрудницы, она биолог, очень хочет работать в нашей библиотеке, возьмите язык к себе. Я что я сказала, французским владеете, английским владеете, итальянским владеете, нет. Так, Людмила Алексеевна автор заговорила, она и лешим. Девушка, подумайте сейчас 5 минут. Взвесьте свои силы. Где вы можете? Я хочу, да. Он даже выставочный отдел, не шкуравзем, книги курализем, табакана. Вы работаете, я паракаларом. Вы слыхали, халат, ничего не здесь, Людмила Алексеевна, Людмила Алексеевна, тут есть отдел выставочный, дело книжной выставки. У меня есть элементарный вкус. Я очень люблю книги, я могла бы в этом отделе работать. Тюлешся отдельно чинзели, оформляйте их себе, берите их. Варевши, усталинмелле уйрмалику. Был выставочный отдел. Вара книги выставки земдвали. Каждый сотрудник не, тем еще сержевым забараши, вармана галара. Значит, вам даем культуру 4 стран. Будете делать выставки книжные, которые касаются 4 стран. Монголия, Румыния, Монголия, Румыния, Германия, Италия. Вот как будет сейчас, допустим, сейчас будет юбилей Данте, вы будете изучать творчество Данте и будете делать выставку. Будет по Германии Гёте, сидите, изучайте Германию, будете делать большую выставку. Вара это на пиде ховар тогда вам загайма, пиде ховар. Чинахата төлен захыт загаймала, вара шавахкалари. Как раз те, сейчас мы испытаем ваши силы, мы готовим книги Шолохова на языках народов мира. Готовьте. Аре персурсил Шолохов пагналардым. Шолохов книги сине булаза на мелле штабу жан телемеле выставка дур. Юрек мана Ваймар был не Германия ячема. Аре шамда парай бонда пиди Ховард мендур. Ахар сатутник на был шукайрам зине главный библиограф. Телемеле библиотека, на них жандармана все. Парай шамда нандусаша паравол хыях манавол хварса. Людмила Алексеевна паравол манахай. Пилетку эшлетчимаш. Через Заильчите Барагара, Ева Николаевна, вы делаете прекрасные выставки. Почему вы не член, как это сейчас, где библиотека? Ева Николаевна, я вообще очень серьезно отношусь к этой проблеме. Я думаю, что я не достойна еще быть членом какой сессии. Она вот я у Нанчи, я у Мальмара, удаю бурбучек штаб. Посмотрим, где вы работаете. Вы сами, паровая библиотека речена, пидовая ладована библиотека. Он так пидем смахнул, хамут вадышин жура, милле писатель земле бойся, верится шурим бледем. Все произведения за не бледем. Шамба пиде юрадат библиотека на, уирмагендиша библиотека на юрадат. Он дальше земле калашмашу молча, пидегу. Я предрешен через явление библиотеки, он так калашма байшу всем земле. Если мы еще парчи это а куда тюря, пора ужин же библиотека, пора шагни юрада, шаг аху библиотека на эбе пиди юрада, мана был пиди
evden burada. Sen bibliotekada işlikini sen ne sasına hepsiniz. Sen de sen bir işler burada bir seri burada bir burada bibliotek. Akunda ayrı bir bibliotek. Вот, Малилай, виденная информация, говорит. Мы открываем выставку. Выставку на ней, на этой выставке, как вы видите, изображен на каждом, буквально, за редким исключением, кадре Геннадия Николаевича. Это выставка, да, почему? Потому что эта выставка посвящена году 14-му году 80-летию Геннадия Николаевича. Как мы делали эту выставку? У нас была коллекция, которую нам передал еще лет 5-6 назад Игорь Леонидович Макаревич, известный художник, друг Геннадия Николаевича. С конца 60-х годов они были друг с другом знакомы. Вот. Он передал эту коллекцию нам в электронном виде. Плюс мы знали, что есть очень интересные фотографии, которые делал в свое время Владимир Пика. Владимир Пика – это оператор. Он работал над фильмом вместе с режиссером Анатолием Сырых над фильмом «Зимние платежи». Вот. И незадолго до этого фильма, до съемок этого фильма, которые были в 1992 году, в конце 80-х годов он познакомился с Геннадием Николаевичем. Вот. Есть первый раз он его снимал, это был вечер в Центральном доме литераторов. Вот первые съемки как раз Владимир Пика делал тогда. Кстати, и Игорь Макаревич тоже сделал фотографии, которые с этого вечера, так что можно их сравнить. Даже, кстати, вот Владимир Пика, он более такой крупный его кадр, по-моему, даже вот или ухо, или край объектива Макаревич там попал в кадр. Можно это увидеть, проследить. Вот. И далее он снимал как раз очень интересные кадры, если тут по этой стенке в Денисовой горке, это во время съемок «Зимние путеши». И очень, когда он прислал, да, эти фотографии он также прислал в свою электронную почту. Он сейчас живет в Киеве, как и Анатолий Сырых. Они были работниками студии украинских документальных фильмов в свое время. Вот. И эта студия как раз снимала этот фильм. Вот. И он присылал эти фотографии по электронной почте. К фотографиям он прикреплял тексты. Это были письма ко мне и был ли отрывки из дневников. Если вот почитать, это очень интересный текст. То есть они раскрывают то есть, природу их отношений. То есть это очень интересно. Вот. И вернусь к Игорю Макаревичу. У Игоря Макаревича первые снимки, это датированные концом, то есть началом 70-х годов. Вот. Это вот знаменитый, кстати, вот портрет спящего Айги. Это вот как раз датируется этим временем. Далее вот есть интересные семейные фотографии. Вот, прежде всего с дочерью Вероникой. Вот вы видите. И Игорь Макаревич, вот есть две фотографии, где изображен он сам, вместе вот с детьми Геннадия Николаевича. Вот. И есть также фотографии его с художниками, это вот с Игорем Булахом, здесь фотография, и с Михаилом Родинским, он снимал в Париже в мастерской Михаила Родинского. Там, кстати, присутствует еще известный журналист Амурский. Вот. Так, что еще надо сказать? Так, ну, в принципе, вот и все. И в заключение я просто хотел прочитать небольшой текст Игоря Макаревича. Когда мы готовили выставку «Мир этих глаз», вот, Игорь Макаревич прислал нам свои фотографии и прислал в том числе фотографию спящего Айги. Вот. И мы тогда его попросили написать воспоминания, как вот получилась эта фотография, как он ее снял. Вот он мне написал, сейчас я вам хочу его прочитать как раз. Текст Игоря Макаревича, как я сделал фотографию спящего Айги, так она называется. В конце 60-х годов в Москве для меня было два дома, в котором все крутилось. Это квартира Ильянского и Сохранского.
Расположенные в самом центре города, эти жилища оживали к вечеру, и человеческое общение в них не утихало далеко за полночь. Сейчас в фокусе памяти десятки фигур, словно на миросцене, возникают в темных интерьерах этих дружеских домов, освещенные золотистым вечерним светом. У Эрастова я впервые увидел Айгии, а у Сахранских мне удалось сделать его фотографию, которую считаю одним из лучших снятых мной портретов. Мне помнится, это был августовский вечер, возможно, чей-то день рождения. И, как всегда, подходили все новые люди, вечеринка закончилась поздно, и некоторые гости остались до утра. Когда я проснулся, дневной свет заливал большую комнату бархатистым вальором. Вернее, большой шкаф, ковер на стене, тускло блестевшая люстра растворялись в полумраке. В середине комнаты, в большом кресле, спал Айгин, укутанный темным пледом. Неправдоподобная счастливая случайность, в портфеле у меня лежал Rolex Flex, одолженный накануне у знакомого фотографа. Я осторожно, чтобы не разбудить спящих, достал заветную камеру и положил ее прямо на пол. И стал делать снимки. В полутьме выдержки были огромные, и я наугад отсчитывал долгие секунды. Спящий был неподвижен, лишь лицо его чуть заметно вибрировало от спокойного глубокого дыхания. Вот такое воспоминание о снимке спящего Айгина Игоря Николаевича. Вот. На этом у меня все. Пожалуйста, смотрите фотографии. Одну книгу «Мир Сильвии» мы будем презентовать завтра. И я попрошу Адриана Петровича сказать несколько слов о первой книге, которую подготовили Наталья Азарова и Татьяна Граус. Пожалуйста. Это уже получается дубль, так сказать, мы ее уже была презентация замечательная в Москве, конечно, и были хорошие очень выступления Владимира Новикова, Александра Куценева. Они такие опытные текстологи, я думаю, я сам не являюсь таковым, вот. Но тем не менее, хочу сказать, что у меня тоже так вот получилось, что у меня такая дома образовался с течением лет такой маленький архив Айги, так сказать, скажем так. Ну, не очень даже маленький, я бы сказал, довольно большой. И там тоже много есть таких черновиков и каких-то, может быть, первоначальных набросков стихотворением и так далее. Так что я представляю себе какая-то работа. Они обычно выполняются карандашом на каких-то листках, может быть, на форзаце какой-то книжки там, или там, у меня вот разные такие есть эти вещи, но и тем более очень мелкий такой почерк, хотя довольно читаемый, скажем так, но мелкий. Карандаш он тоже с течением времени как-то так имеет свойство стираться, и это довольно такая большая работа. Вот Наталья Азарова и Татьяна Граус занимаются этим уже, наверное, довольно давно, можно сказать, несколько лет. К сожалению, так сейчас произошло, что архив Игоря Николаевича в основной своей части, скажем так, он находится довольно далеко. Но тем не менее, вот, по своей работе они вот, ну, они называют это реконструкция, ну, я не знаю, может быть, реконструкция. Как лингвист я могу сказать, что это, наверное, не совсем реконструкция, но не важно. Вот. Мы имеем здесь какие-то вещи, которые, может быть, не представляют собой, ну, как сказать, такой законченный текст, скажем, так сказать, который для печати. Но дело не в этом. Даже вот эти какие-то разные ходы или разные возможности прочтения его каких-то замыслов, которые были потом воплощены в какой-то законченный как бы текст, они очень сами по себе интересны, потому что это такая некая, ну, магма, что ли, скажем так, с которой кристаллизуется потом нечто такое иное, может быть, даже. У него там много зачеркиваний, он отменял что-то, потом возвращался к этим
Тем более это иногда как бы работа над одним текстом, она делалась, может быть, даже, ну, не знаю, годами. Он оставлял, потом опять и так далее. Поэтому, а здесь мы видим такие очень, иногда очень пронзительные, иногда достаточно цельные, завершенные, на мой взгляд, вещи. Ну, я думаю, что это очень такая интересная работа. Если нам придется когда-нибудь еще, в том числе вот автором данной книги «Расположение счастья», поработать с этими, скажем так, черновиками, ну, или какими-то такими подготовительными материалами, то это будет замечательно. Я думаю, что мы можем многое оттуда еще извлечь, скорее всего. Ну, даст Бог, это нам посчастливится. Вот. Пока мы сейчас имеем такой очень хороший результат, с хорошим названием «Расположение счастья». Ну, это название, собственно говоря, авторское, скажем так. Оно не придумано текстологами или конструкторами. Вот. Ну, я думаю, что надо дать слово им, потому что они прочтут несколько фрагментов из этой книжки. Может быть, вы все прочтете? А? Она маленькая. Ну, может быть, все. Она не такая большая, в принципе, да. Может быть, вторая. Сначала я расскажу, как это получилось. Когда Геннадий Николаевич умирал, он не знал, что он умирал, но он знал, что он тяжело болел, и он заметил, что вот у меня почерк очень похож на него, и я вообще так как бы хорошо читаю его стихи, и Таня тоже очень хорошо знакома с текстами, и он вот, как бы это была его воля, ты говоришь, можешь закончить мои стихи лучше, чем я. Вот. Но действительно, мы начали работу с архивами буквально сразу, да, и после смерти, да, то есть это был март. Это был март, да, это был март. И сначала мы работали дома у Галины Борисовны, разбирали, собственно, эти архивы, вот, наверное, весь первый год мы пытались, да, разобрать все, то есть сейчас даже вот на конференции у нас создались определенные мифы, потому что Александр Шатенев, который видел этот архив уже в времени, говорит, что Айги был очень упорядоченный человек, у него там все разложено по папочкам, газеты, на газетах написано его рукой какое-то время, и все так собрано хорошо. Я говорю, да, так создаются мифы, потому что, в общем-то, это мы раскладывали, по этим папочкам собирали, примерно делали датировки по разным совершенно основаниям, например, что-то было переложено какими-то календарными страницами, где-то была газета, если это обрывок газеты, то мы смотрели, какой год газеты там и так далее, да, то есть вот мы занимались этими датировками и складывали, соответственно, по годам, потом внутри папок мы смотрели, что может относиться к одному тексту так или иначе, то есть как вот этот вот текст. Смотрели как бы верхней страниц, как бы. Да, верхние страницы, где вот какие страницы могли написаны одной ручкой или одним карандашом, или, например, карандашом, а потом поверх другой ручкой сделаны пометки. И вот таким образом формировали эти блоки, да, которые сейчас вот так кажутся такими упорядоченными. Ну, а, собственно, вот наверху написаны годы, и это не почерк моей, это вот я написала, да, но теперь боюсь, что текстологи будут думать, что это написала Айги, что неправильно. Вот. Ну вот таким образом мы работали, что-то мы пересфотографировали, пересканировали, что-то просто переписали, и дальше мы уже работали вот у меня дома в течение года, где-то это был 7-й год, 8-й, да, конец 7-го, 8-й год, когда пришла идея, да, разобрать эти тексты и посмотреть, насколько из этого можно сделать законченный текст. Вот я абсолютно не согласна, что это какие-то обрывки. То есть наша задача была не представить, как обычно представляют текстологи, обрывки, написано там на разбор, что значит неразборчиво через, да, а также еще что-то такое написано, а сделать, то есть
явить, скажем, миру те стихи, которых он не видел. То есть я думаю, что от того, что хороших текстов станет больше, от этого поэзия выигрывает, а не проигрывает. И она выиграет гораздо больше, чем это была бы работа скучного текстолога, который бы сказал, ну вот в этой рукописи содержится такой обрывок, он может относиться к такому стихотворению. Ну, наверное, это вот я думаю, что это искусство не так интересно, а вот читающей публике гораздо интереснее было бы увидеть готовый текст, то есть текст, превращенный в стихотворение. И, с одной стороны, мы брали... Да, я хотела сказать, что вот этот НРСБ, Да. то есть, при этом ни одного слова, как бы ни одной буквы не было нами вставлено. Да, мы не вставляли ничего. То есть, вот если говорить о том, как мы потом делали готовый текст, это была либо некая запись, которую действительно можно было реконструировать и превратить вот в минимальный текст, подумав о ее графике, о ее расположении страницы, чему очень большое внимание уделял Айги тоже. Или мы рискнули составить и несколько больших стихотворений. Действительно, они составлены так, то есть они составлены, то есть это не стихотворение Айги в полном смысле слова, потому что такого стихотворения не существовало. То есть, но была как бы его рукопись, в которой мы это стихотворение как-то увидели. Да, то есть вот там, например, были разные варианты. Одной из прав, вот, там что-то зачеркнуто, что-то вставлено, что-то есть в другом варианте, а в этом варианте нет. Что-то отдельно написано на этой странице вот так. То есть вот из всех текстов Айги, из всех вот этих вот каких-то кусочков мы составляли этот большой текст. Не так много их. Их не так много. Но, в общем, видимо, это имело успех, потому что тоже, опять же, на конференции выступала Евгения Суслова с докладом о субъекте в Айги, и она сказала, что лучше всего проиллюстрировать субъекта Айги может стихотворение вот из новой книжки «Снега и ребенок». И прочла это стихотворение. Но я говорю, что, конечно, я тоже согласна, что она лучше всего может проиллюстрировать субъекта Айги, но стихотворение все-таки, наверное, Айги и не совсем, да, то есть это, в общем-то, тот текст, который был составлен. Поэтому здесь могут прицепиться текстологи, но с другой стороны, вот Житинев, который, в общем-то, очень такой требовательный текстолог, он сказал, что видно, что работа была сделана очень бережно. Но что мы могли? Мы могли выбросить какие-то строчки, да, то есть, которые нам казались, ну, вот, действительно какими-то неуместными, но они все равно выброшены были не из готового текста, а из, вот мы их просто не использовали. Вот, да. Что выбросить? Там они зачеркнуты. Они либо зачеркнуты, либо какое-то сомнение вызывало. Да. Его графика была, например, как бы, да. у него было сомнение. У него было сомнение. То есть, если вы посмотрите, как сделаны черновики, то есть тут понятно, что единого текста не было. Вот, но мне кажется, что затем, после того, как мы реконструировали довольно много текстов, на самом деле мы реконструировали гораздо больше текстов, чем представлено в этой книжке. И, к сожалению, да, я бы сказала, раза в 2,5 больше, да, то есть вот это просто уже, да, то есть некоторые тексты, но мы посчитали, что некоторые тексты проходные, некоторые тексты, то есть мы дальше вот выбирали, все-таки выбирали лучшие тексты, лучшие в поэтическом плане, в этом смысле тексты, и, наверное, таким образом мы составили эту книжку. Ну вот я хочу еще сказать большое спасибо издателю этой книжки Дмитрию Кузьмину, который сделал это, во-первых, вовремя, он сделал это к 80-летию Айги, то есть книжка вышла именно 21 августа, вот ровно 21 августа он забрал тираж, и в этом смысле, вот, в чем это сделал, в тот же самый день Кузьмин, ну, может быть, вы знаете, он уехал теперь на постоянное жительство в Латвию, и это была последняя книжка, которая была им издана в России.
И он сказал, что он больше книжек сейчас не будет издавать, но я сказала, ну, Митя, вот Айги, ну, говорит, ну, вот нет, не Айги, я издам. То есть и вот буквально за 2 часа до своего самолета он забрал тираж этой книжки, и на презентации ее уже он не был. Вот, мы хотим сказать ему большое спасибо, потому что на самом деле «Расположение счастья» — это название, это сделано вот им, то есть это Кузьмин придумал это название. Да, то есть предложил это название, он увидел его, потому что он увидел, что мы сначала хотели назвать просто книжку как бы из архивов Айги, то есть мы хотели назвать ее более академично, то есть вот из архивов Айги, то есть как бы, что это вот архивы именно, не готовые стихи. Вот, но Кузьмин сказал, что нет, если это поэтическая книжка, то она должна называться по-настоящему. И должна называться просто словами из этой книжки. И он открывает вот так вот. Вот, говорит, расположение счастья. Как это прекрасно. То есть это вот, и вот действительно сразу это название было найдено, и теперь оно фигурирует. Но вот цвет книжки, цвет это Алексей Лазарев выбирал. Вот мы долго думали о цвете, и это какой-то вот особенный серый, да, такой светло-серый, светящийся серый. И вот мне кажется, это вот вполне цвет бы понравился Геннадию Николаевичу, да? Как Галин понравился бы ему такой цвет. Я думаю, да. Вот. И вот это вот Алексей Лазарев, здесь тоже присутствующий художник, он выбирал этот цвет. Так что вот мы все с большой любовью относились к этой книге. Ну что, в чем еще вот, ну, может быть, мы там по ходу будем читать, и уже, если какие-то вопросы, мы будем комментировать некоторые стихотворения, да? Угу. Вот тогда мы начнем. Да, и еще вот на экране будут эти стихи, потому что поэзия Айги нужно воспринимать не только на слух, но и визуально. Поэтому графике уделено очень небольшое внимание в этой книге. И на экране будет проецироваться то стихотворение, которое мы сейчас читаем. Снега и ребенок. Ты, ребенок, темнеющий, тихо стоящим в уме, будто молчишь, сообщаешь, что знаешь, зримыми душами станут овраги в этом поле твоем и моем. Я тебе говорю, как прекрасна они одиноки вокруг, будто небу послушны. Быть может, ребенок, они, как присутствие бывшее твое среди нас, очищенное памятью, душами братья вы, столь отдаленно безмолвства лишь не хватает. И где-то ребенок, не двигаясь, тихо стоящий в поле вдали, в уме, как в тумане, в уме изодранном, как глаз ненужный, выплакавший, как присутствие вдруг изменившееся, как присутствие с новым сущностью новой движение руки, или как присутствие новое и отныне уже неизменное. Наконец-то понятно, что это дыхание. Бог в наших краях все более звучание «а», будто «а» поле, и снова продолжение «а», «о» стихотворение Бога. Без названия. О, друг мой, дерево, о, поводырь, шумит листва художников, и птица старая сквозь дымную чащобу, не падая, выводит и новые существования след, единый иероглиф. Бог. Ну вот тут видно, да, вот как это написано в иероглиф, рукой Айги, мы его отсканировали и вставили в книжку. Вот это Бог. Угу. То есть понятно, да? Две записи. Бедность – это серьезность. И наоборот, пожалуй. Бедность – это серьезность, как серьезны дети. Тишина, вехи, толчки. Первое. Вехи ее, как белое в белом. Второе. С ее островов. Третье. Словно темнеет, то человека тишина впервые не опасная. Четвертое.
Внезапно толчок. Тьма. Я неожиданная, но нет говорящего. Я без пространства. Война. Но нет и безмолвия, как чистоты. 5. А была ведь ровная белизна бессловесного поля, что даже светло отмечается, даже покорно. 6. Страх позже, раньше предательство. 7. О, раствори же, молитва моя белизна. 8. Не с натуры, а с красоты, с боли, страха, отчаяния. Видение розы. Розы крест, о, крест-цветок. Жизнь, миг, чтобы видеть, о, нет, и восклицание за зримым. Ну вот здесь в книжке представлено как раз это стихотворение, и можно увидеть вот эта особенная графика, которую мы в точности воспроизвели. Да, вот здесь это стихотворение как раз было записано практически полностью. Да, видение розы здесь просто вот, ничего не меняет. Но единственное, что мы меняли, вы знаете, вот когда они печатали обычно редакторы, то они все выравнивали по левому краю. И, в общем-то, а в рукописях это не так. И вот там, где можно было сохранить графику рукописи, мы здесь пошли вот против обычной практики печатания ID и не делали выравнивание по левому краю, то есть сделали так, как это было в рукописи. Если вот здесь вот это как раз этот пример такого стихотворения. Запись номер 5. Жасмин в ранах кровоточащих, ангел мозга, как будто распахнутый настежь жасмин. Запись номер 6. В ответ на перчатки железные написать ножом. Да, номера записи, это написано запись номер 6. Угу. Без названия. Вот вы кнутом по окну, а солнце, как птичьим клювом. Мы с этими новыми праздниками будто от земли отделились. Запись. Что? Принимать войну, убийц? Ибо ведь нет войны иной. Грустить, горевать, радоваться победе в войне. В саду тишина, невыносимая для боев бойцов побед, словно ведь для самой жизни. Как бы это точнее? Я глазами ем смерть, и грустью ем смерть, и грусть, как губы, и то, что ем, жую, как ветки, равно смерть, и смерть равно трава. Запись. Уважение ко сну – это уважение к человеку и уважение к Богу. Запись. Спасибо за доверие спящему котенку. Запись. И будущий утром, как представитель государства жизни, государства действия. Запись. Умру, посплю. Без названия. Наш самообман – нарушение тебя. Это мы нарушаем свою. Ты остаешься нетронутой. Душа в сравнении с тобою лишь тень. Она в тебе даже не отразится. Ты – тишина. Скрепка. К дантисту не ходил. Хватит зубов на жизнь. Теперь уже ясно, что хватит. Скрепки купил канцелярские. Подумал, и этих хватит. Все меньше чего скреплять. Штук неизвестно. Цена 45. Ну, вот здесь вот интересный комментарий дал Алексей Айгин. Он сказал, что действительно он думал всегда о Павле как
серьезном поэте, и вот обычно такие стихи не попадали в собрание, и вот, видимо, он все-таки иногда писал, действительно немного таких, но нам показалось это вот очень интересно, вот именно такие тексты. И вот здесь вот видите, вот графика как раз не традиционная, да, то есть она не по левому краю, а написана именно так, как это в рукописи, да. Ноябрь, Москва, вчера был снег. Иштвану Абелу. Белизна с крыш, свет со стола, цвет кисеницы, мир для приветствия другу из дня. Так, ну давай уж тогда не будем менять порядок, давай ты прочтешь большую эту сцену, говорит Гектор. Да. Продолжим, как мы читали. Как мы читали. Да, позавчера. Сцена. Говорит некто в образе поэзии. Что воображением железом прикрыв, воображению ребенку оставили, я не доказываю. Я приподнимаю случившимся, зрячим. Вы видели? Куст простой. Призываю к дальнейшему. Без грима был. Меч воображение дать перед железом, воображение взять, рассекается надвое по образу и подобию. Меч — травинка простая, куст, о, память, дыхание и выше воображение свобода, очищенный мной человек, ребенок. Я говорю, небывающее, больший. Запись. Вздрогом на шаг, это даже не видя. Без названия. Веяние озер, озорование, с шелестом сыновей перелеты холмы, до озера мамы, с островом Константом и на берегу с жемчужиной Вероникой, озером, островом, постоянством. Ну, вот это одно из немногих стихотворений, которое ясно написано. Есть оно, да? Да. Сейчас оно вот, да, сейчас на экране, и даже с картинками. Даже вот тут озеро. Озорование. Да, озорование. Грусть, самая грустная. Грусть детская и самая грустная. Детская игрушка в брошенном доме. Утешение. Самое утешительное – топить печь в одинокой избушке в лесу. Недостижимое, когда все кончилось. Память в стихах о давних флоксах, о память. День. Лишь одна единственная ягода малина, вдруг из тумана, рядом. День. А подобный головокружению снег. Свободная в мире, свобода. Почему не самоубийство? Умрешь сам. Предисловие. Остались только констатации. Прощание скрученных. Воздух мы, на прощание пронизанный токами снова крученых, за дверцу лицо крематорного пола. Вот и думки, рубихи подвал, пламенем вспыхнут зрачки, и божественный белый отдал России тебе несведущий, мозг расщеплявший, слово у Бога. Без названия, как будто в вечности свободно, безотчетен. Без названия. Ингер Кристенсен. О, это Олива Гинстер и голос Ингер, бабочка смерти. Ветки слева 4 и справа не меньше, точнее, и все разом, и в разнобой, и подчинение ветру можно отдельно бывает, но ничего это не значит. Никто, ничего, все же не раньше. Ведь на поверку вместо едино конец завершения и благодать, и блаженство, ибо ведь исполненность при осуществлении. Вот вчера у нас был вечер поэтов, поэты, как бы Дань Айки, выступало очень много поэтов, по-моему, около 30 московских,
питерских, ну, здесь некоторые присутствующие тоже вечер пел Арсен Мирзаев, и это стихотворение, мне вообще было очень приятно, что многие поэты уже читали стихотворения из этой нашей новой книжки, хотя у них были с собой и другие книжки, но вот им захотелось прочесть именно отсюда. И в частности, Алеша Прокофьев прочел вот то стихотворение, которое сейчас читала Таня, с комментарием, что он хорошо знал вот об отношении Айги, Ингер Кристенсен, и они были примерно одного возраста. Более того, мне даже показалось в тексте у Ингер Кристенсена его перевода, который он сделал до того, тоже слово «преосуществленность». Да, преосуществленность, да. То есть совершенно независимо, то есть он не знал этого стихотворения, то есть он не мог знать, потому что только что оно появилось. Вот, но тем не менее в его переводе это слово преосуществленность Ингер Кристенсен звучало. Это вот удивительное совпадение, когда они происходят, мы понимаем, что вот что-то мы делаем, наверное, все правильно. Запись. Береза — это начало откровения, листания твоего тела. Без названия. Возня синиц там, за окном, как у меня за пазухой. Запись. Вдруг все эти синицы составили вместе лицо Бога. Запись. Кто-то на время, кто-то, быть может, уже навсегда. А вот следующее стихотворение — это такой некоторый опыт. Это такого не могло быть, конечно, стихотворение у Айги. Это действительно публикация расшифрованного черновика, потому что тут явно было написано два стихотворения одновременно, то есть не написано какие-то заметки, но они были на одной странице, они были вот именно так вот быстро оформлены и так далее. Вот это одно стихотворение, левый ряд, и второй ряд — это, видимо, начало какого-то другого стихотворения. Но нам показалось, что вот первый — это как будто метатекст ко второму, и нам вот здесь такой немножко авангардный опыт публикации, да, то есть они как-то очень хорошо вместе легли, даже графически. Без названия. Быстро оформить, быстро сформулировать, быстро сказать, ибо так живем, бываем, пребываем. Апрельский дождь в саду, город. Пока я в саду сад подготовили, и вышивки, и бусы, и птиц, и тишину накопили, подготовили. Это и была сама жизнь, сущность. Запись. Да, это достойно в пении, для Господа и перед Господом в пении, скакать и прыгать, как барс, как лев. Ну вот много записей уже, вот, особенно во второй части книжки относится к поздним годам Айги, то есть к 2000-м, к ангелам. Снег, сумерки, деревья за окном видны наполовину, ибо мы первый этаж, как часть целого античного города в свежем, к тому же, состоянии. Запись. И такие снега, будто всюду сердца. Запись. А теперь уже ты почему-то приходишь последним, после друга, отца, после матери, помощью. Запись. Вдруг день потемнел, словно вошел в дурное поэт. Без названия. О счастье, блаженство, о Бог мой, жизнь и смерть в колеблющейся мокрой листве в середине мая. Без названия. Все уже были, прибыли, Бог придет последним. Запись. Бог пишет, и сейчас Он крупно пишет. Запись или стих, а вот это его так. Да, Я даже да, запись в скобочках или стих. То есть он сам сомневается, что это будет запись или стих, да, и так и пишет, запись или стих. Нам казалось, что это очень хороший жанр название, запись или стих. Где слово работает совместно с Богом. Запись. Бог здесь людей поет, кое-где Он их прошептал. Надпись для одного друга.
Бог вас поет, а иных лишь бормочет. Бывает, на некоторых и заикается, меня молчит. О, как я хотел бы, чтобы напоследок прошептал. Запись. Шумящее Богу дитя. Запись. Поле, и с этой тишиной бы уйти, так сказать, переселиться. Без названия. А вскоре вновь наступает будто смягчение свежей, долгой белизны душевной, завершающее, так, чтобы нам притихать далеко. Это только негромкое звучание о родине дальней, о да, как гимн. И это сразу давно, будто движутся, путаются вновь шевелящиеся памяти от давних флоксов. Ночь. Мне кажется, это крыса роет, это сердце стареет. Сад к осени с поклоном к лунному шару. Вдруг двинулся Бог, словно распадаясь сквозь ветки направо. О, цвет синиц, стрепенувшихся вдруг ниоткуда давно, как это с Богом бывает. Без названия. И остальное, как птица иногда появляется, но птица не поющая, желанная. Запись. Никак не добраться, а ведь всегда пускали. Без названия. Время падает на землю более зримым. Снег. Поля раскрываются, чтобы чисто и ясно хоронить настроение, открыть другие. Время такое, все к свету, и вдруг снег пошел. Вот это стихотворение следующее мы сегодня вспоминали утром, когда высадились в 7 утра в Канаше. Без названия. А поля-то, оказывается, совсем как душа. Мне еще осталось переживать края леса в сторону Канаша. Вот вы-то работаете для памяти, а весь ребенок душа, совсем моим детством, плакать об край крапивы или лопуха. Мир, щемящесть, жизнь бы отдал, чтобы выразить хоть один вздох, хоть 2-3 детских слова, увидеть друга, которому 13-14, с ним 5-7 слов разговора. Поля сестры, Луизе к ее рисункам. Начало длится как тень, будто чем-то раннее детство, а там, в соседствующем, есть там и тихая та, умирающая всегда недавно, и травы выплескивают последнее говорение, и потом, будто только это открыли окно на тропинку, и облака над травами делают вселенную. Запись. И ходишь, и стоишь. Запись. Умершие листья, долго умершие листья. Хорошо, что на виду. С людьми это на виду только память, но в памяти они чище, но листьям лучше и при жизни, и потом. Запись. Страдания знаем всегда, да не часто цвет его чувствуем, все же кажется синий. Снова вдруг. Дрова как трупы. Вот это мы. Из восклицаний. Запись. Земля шептала стихи, небо показывало свои рисунки. Запись. Есть воспоминания, которые входят в нас, как белый, ровный, чистый день в мир. Самое верное. Я говорю в последний раз, говорит поэт. События. В комнате были 2 фигуры – Роза и Хлебников. Без названия. Еще существуете, как ни в чем не бывало, вижу средь веток огни, слава Богу, живете вы терпеливо безвестные, что еще
еще жив. Одолжить бы у веток более быстрый распад, чтоб крошиться, быть может, спокойно, и у снега растоптанность, более быстро ведущую к исчезновению. Запись. Лес стар, я болен, и вдруг в дар такое счастливое единство. Без названия. И еще, что за места в лесу поет, и Бог здесь агитирует автоцитацией своей собственной стихотворения. За то, что пелся Бог в поэзии, для меня так это было, дышал Бог, а далее звучал человеческий мой голос, слово же было Божьим. Запись. И стихи расположение счастья. Если есть какие-то вопросы, мы с удовольствием на них. Хотела бы поблагодарить Арсена за эту замечательную книгу, потому что она похожа на такое огромное какое-то дерево, в котором листья и плоды переплетаются, ну, как такое дерево фантастическое, и все в нем взаимосвязано, и это чудесная взаимосвязь как бы людей вокруг Айги, она очень драгоценна в этой книге. А моих, ну, здесь не воспоминания, это скорее такое небольшое, получилось как-то как бы эссе, а эпизод, который там в этом эссе, я упоминаю фильм Арины Разбежкиной «Время жатвы», я помню, как Геннадий Николаевич пригласил меня и Юру Милораву на премьеру этого фильма, и как мы потом, это было в кинотеатре Пушкинский, мы потом втроем пошли по Тверской, и где-то сидели потом несколько часов под вечереющей Москве в уличном кафе, и долго-долго говорили вначале о фильме, потом о поэтах. Геннадий Николаевич вспоминал Пастернака, и, ну, в общем, разговор был так разветвлен, примерно как эта книга. Я этот вечер как-то очень глубоко помню и благодарна ему за это. А так как я вот здесь буду коротко говорить, потому что уже здесь много присутствовало, и я хотела прочитать стихотворение, которое оказалось соединенным голосом голос Геннадия Николаевича соединился во мне и в Юрия Борисовича Орлицком. Мне очень приятно, что вот такой народ, что храм, и души, что свечи, зажигающиеся друг от друга. Я думаю, что это часть этой книги, как бы для нее это стихотворение, ну не часть, я немножко девчонка, да? Эта книга это является движением этого стихотворения, воплощенным Арсеном. Спасибо. Этот цикл, который сюда был, одно из стихотворений, которое я выбрал из стихов Геннадия Николаевича, «Листки в ветер праздника» к столетию Велимира Климентова. Но единственное, что нужно сказать, что, может быть, не все знают, что этот маленький цикл, он публиковался и в составе эссе под таким же названием, и отдельно, несколько раз печаталось. Первое. Синью души Велимировой режут младенчески чистые, звуком безвинным дорози. Это и голос ребенка, и мудрый крестьянина взгляд, и дороги в поле России единым, в одно собираясь, одним и расходятся, обликом где-то давно Велимировым. Я тоже немного лицо, временами, будто из боли, почти уже мусоргской, и режут, как лечат, тоску по молчащим полям.
дорогах лица наклоненного в эту минуту синью подспудной дорозе. Второй. Костер, как восклицание хлебника. Третий. Раненный хлебниковскими сонными пулями, вздрагиваю, будто просматриваясь из углов, создаваемых самотолчками оползней сна, озаряясь белизной, прерываемой множеством душеподобий из глуби забвения, зорких без лиц. Четвертое. А звезды там чисты и вечными будут, если время отменится, чисты, бесчисленны и одиноки. И это глаза Велимира, последнего, первого. Пятое. Срубы я ставил, ты сам говорил. О, стихотворные срубы из бревен, метафор сияющих твердых, со звоном просторно-природным, как воздух во время страды, чистое рабочее дерево, более чем 90%, в котором трухи обязательных поэтизмов нет, как роскоши нет в хозяйстве крестьянском. Шестое. А светится душа голубоглазая из сети призрачных законов времени, и все яснее лик, все ближе и прозрачней, любивший голос, как ребенка. Седьмое. Раненный хлебниковскими сонными пулями, договариваю, вздрагивая окраинными и разрушенными центрами видящего сна и невидящего сна, расползаясь меня, а операция разбудить 29-го в 9 утра московского окраина. 23-29 сентября 1985 года к столетию Велимира Хлебникова. Удивительное стихотворение, которое перенасыщено явными и скрытыми цитатами, аллюзиями из Хлебникова, и к которому можно было бы написать комментариев, наверное, вот на эту книгу. Вот, так что мы Это, их скажи, это приглашаем. невинокая заявлена. Объяснить? Конечно, скажет. Ну, вот, имеется в виду вот эта книга, ну, здесь, во-первых, это не книга, скажем, моя там или Бориса Чиндыкова, это книга Геннадия Николаевича Аги, но это, как можно сейчас говорить, это проект такого нашего друга, к сожалению, уже покойного, Ипполита Агакова. Это уже было давно. Ипполита Агакова. Да, прошу прощения. Ипполита Агакова, театрального деятеля, вот, издать книгу на чувашском языке, но латинскими буквами, латиницей, скажем так. Ну, в свое время, в 20-е годы, были такие идеи всякие, перевести чувашский язык на латиницу. Многие языки тогда были в директивном порядке переведены на латиницу, сам с арабской графики, там, или с какой-то иной графики, с кириллицы там, и так далее. Потом, правда, это отменили, опять все вернулись к кириллице, но не вернулись, их вернули опять к кириллице и так далее. Вот эта идея там в 90-е годы, в начале 90-х годов опять она как-то возникла у разных народов. Ну, те, кто такие республики, как Азербайджан, скажем, там, Узбекистан, они перешли в конечном итоге на латиницу, но они как самостоятельное государство. Татары пытались это сделать не так давно, где-то в начале 2000-х, но у них это не получилось. Вот. Ну, это такой, как бы, такой опыт, что ли, издания вот этой книги латинскими буквами, но на чувашском языке. Она состоит здесь, значит, из 7 стихотворений Геннадия Николаевича Аги, которые были написаны на русском языке, но переведены на чувашский язык Борисом Чиндыковым. Ну и вот набраны латиницей. Ну, Геннадий Николаевич, он видел это, как бы, эту идею, ну,
к ней отнесся так весьма положительно, сделал даже какие поправки, скажем так. Вот сегодня там мне Дима правильно говорил, значит, мама там, мама там и так далее. Так он у Бориса Чиндакова в переводе этого стихотворения, это стихотворение называется «Тишина», значит, на 2 голоса должно исполняться было. Вот, и там он как раз исправил вот это. Там было оставлено ма, значит, у Бориса Чиндакова, он исправил на чувашское «анне», там «ан», потом, значит, «не» там идет, там, следующей строкой. Так что здесь «а мы», я думаю, что там не было. Вот, ну здесь вот рисунки такие, минималистские такие, самого этого Ипполита Агакова, они тоже здесь использованы. Портрет, такой известный из серии портретов графических Николая Дроникова. Ну и вот, без этого уж не обойтись, наверное, это классическая фотография Игоря Макаревича. Вот. Она везде, так сказать, как-то все время там появляется, так сказать, и так далее. Вот, ну, дизайн этой книги, вот, в этом издании осуществили художник Джалиль Гайнутдинов. Вот он здесь присутствует вместе со своей женой Светланой Гайнутдиновой. Ты, Джалиль, встань, хотя бы. И также работал над этой книгой его сын Халиль Гайнутдинов. Вот они вдвоем это сделали. Ну, здесь понятные ассоциации, черный квадрат, белый квадрат, там, ну, который отсылает нас понятно куда, и кому. Вот. Ну, это пока чисто такое пилотное издание, здесь кое-какие есть, нужно будет вести некоторые коррективы, так сказать, но это понятно, потому что латиница, там, то, все, там, и так далее. Но тем не менее. Вот, я думаю, что просто мы, тем не менее, вручим так, вот это пилотное издание Натальи Азаровой, как руководителю московской делегации, скажем так, для обозрения. Вот. А мы с Борисом просто прочтем отсюда несколько коротких стихотворений. Я буду читать на русском языке, прочту, вернее, стихотворение по-русски, а Борис прочтет свой чувашский перевод. Ну, здесь уже не имеет значения шрифт, естественно, хоть латиница, хоть кириллица, ну, просто чтобы вы могли, так сказать, послушать, насколько он смог передать вот, ну, ритмику, звучание, скажем, русского стиха Айги. Борис, давай. На русском без начала. Визуально, да, чтобы посмотреть. Вообще эта книга, она, Петрович, можно, да, добавить пару? Да, конечно. Можно сказать, из 80-х годов, где-то 80-е, 90-е, это первый этап, когда возникла, ну, 80-е, там, и в начале 90-х были переведены эти стихи. Потом у Ипполита возникла идея сделать книгу, он издавал, Ипполит, если помните, рукописный альманах «Ахрам», такой, было несколько экземпляров, это «Эхо» в переводе. И интересно были, вообще интересный был альманах, но его преждевременный, как бы, уход преждевременный Ипполита, да, и ушел-то он, вот, кто не знает, да, очень странно, он поставил спектакль по моей пьесе «Ужин после полуночи» и поехал на фестиваль любительских театров, по-моему, это было. Народных, да, он поехал туда, и там он очень меня ждал, но я был в Москве тогда и не смог поехать, вот до сих пор как бы каюсь, если бы я поехал, может, он остался бы жив, да. Если бы я поехал, он говорит, давай приезжай, там, найди, отпросись как-нибудь там с работы. Вот поэты, наверное, пишущие люди, они знают, а переводить самого себя на другой язык, это, ну, практически очень сложно и нереально, тем более, ну, стихи, наверное, потому что любой перевод — это интерпретация, да, то есть некое толкование. А как можно себя, как бы, вот раз прочувствованные чувства, как бы еще раз, что ли, ну, я не знаю, это, да, это невозможно. Ну, если там пьесу, наверное, еще можно, если там сюжет какой-то, ну, прозу можно, если там сюжет, что-то канву какой-то, да, но вот стихи, наверное, переводить самого себя, ну, как бы Пушкин себя, наверное, переводил на французский, не знаю, то есть. Ну, помимо всего, да, вот у нас с Геннадием Николаевичем постоянно были, ну, как бы разговоры, начиная вот с 80-х годов. Иногда мы спорили с ним, да, вот по поводу, ну, скажем, возможности чувашского языка, как бы выразить вот то, все то, что он выразил на русском языке.
Ну, постоянно у нас как бы были эти разговоры, особенно по поводу перевода. Ну, опять повторяюсь, да, вот на той презентации у нас речь зашла по поводу переводов, как бы, когда вот польских поэтов переводили, но он меня вплотную, как бы тогда я был рядом с ним, и ну, видно прям, что вот польских поэтов, таких усложненных, в общем-то, Геннадий Николаевич постоянно упрощал, редактировал. И я ему говорю: Геннадий Николаевич, вот вы хотите, чтобы в чувашской вотчине все вот тишь да гладь, все порядок, все гармония, идеально, потому что вы, говорю, нахулиганили в русской поэзии, а здесь вы хотите вот дома, чтобы у вас было все спокойно. Примерно в таком, да. Ну, он так посмеялся, а потом говорит: наверное, говорит, ты прав в чем-то здесь. В общем, такие у нас постоянно были о возможности чувашского языка. И другой вопрос, да, тоже очень как бы до сих пор он актуален в пределах чувашей, скажем, чувашской литературы. У нас же до сих пор очень много, ну, скажем, литературе, да, Татьяне Петровичу приходится постоянно отстаивать русскую поэзию айги. Потому что многие чувашские поэты, как бы литературная общественность чуваши, они постоянно до сих пор говорят: ну, русская поэзия это ничто, там ерунда, там абракадабра. Вот он мужественно, так сказать, постоянно здесь у нас отстаивает его русскую поэзию в Чувашии. Это как бы тоже есть, ну, даже не проблема, наверное, но это тоже понятно, потому что те, кто знаком с чувашской его поэзией, да, вот с ранней поэзией, ну, как бы после вот той поэзии, русская поэзия, она кажется, ну, я не знаю, хотя глубинно, конечно, это одно и то же, да, вот Татьяна Петрович, он хорошо это все, как бы, говорит, там, все это, но после вот Чередева, там, других вещей, да, вот 50-х годов поэзии айги, ну, это же, ну, не знаю, там слов нет, пусть философы, скажем, лингвисты, так сказать, да. И потом при переводе очень было интересно, вот тоже месяц назад у нас возник разговор, помните, это норвежец, по-моему, сказал, или нет, швед это говорил, это Микаэль говорил, да, он говорил, когда я, говорит, переводил вот поэзию, особенно, про какие же стихи он говорил, что, говорит, мне, говорит, надо было найти в традициях шведской поэзии нечто такое, что есть, как бы, что передавать. Его о чувашской стихе он говорил. Мы же презентовали чувашскую книгу, да. Чувашские стихи, да. Когда я говорил русскую поэзию, переводил я на шведский, мне, говорит, более-менее было понятно. Были традиции, есть традиции в шведской поэзии. Ну, по каким-то, да, канонам, я, говорит, их переводить мне легко. Но когда, говорит, я переводил чувашские стихи, мне приходилось там возвращаться, он говорил, либо к народным каким-то вообще шведской поэзии, либо он говорил к таким, ну, скажем, к эстрадно-бардовским, скажем, традициям, ну, скажем, шведской поэзии. Потому что некоторая, ну, скажем, простота, что ли, в котором также глубокий смысл. Вот эти вещи здесь, ну, насколько удалось, это другой вопрос, но я думаю, сама попытка и идея Ипполита передать это именно латинскими буквами, это его была идея уже, я думаю, тоже есть смысл, как бы, воздать дань латинской графике, скажем, потому что известность айги, она, скажем, ну, пошла все-таки, скажем, с языков, которые, ну, скажем, существуют, что ли, на латинской графике уже давно. Там переводы на словацкий, и польский, да, вот эти поэзии. И, ну, и для чувашской поэзии это тоже немножко интересно, наверное. Очень, что долго. Ничего. Первое стихотворение, значит, «Окно сон» 1965 года. Буря белая, знамя и крестики, щели впервые отсюда, как от мозга, от сердца и глаза к душе, это вьюгу шепчется, Бога все резче, больнее, все тоньше, ускоренно, только это окно, и просмотрится знамя и крестики щели, где-то доньями синими, все более близкие к Богу, ярко до смерти души. И знамя, гори от меня, буря белая снись, буду много и синим, дома разделяющий, как доньями крестиков и падалью мира убитый, за ней освещусь, о вдаль, о сия. Чувашском, значит. Кандык телек. Шура туман, ялав, хересемде, пужиксем, пермышкут кундан, мимирен, черерендек, тада кушранда, тура чунебатне, анжакша кандык шеш, ялав да хересем, пужиксемде, курунаще, ташти скерзем, квактепле скерзем, тура живых скерзем, чудо-чудо чун билесле. Тада ялав да чун зам мандран, шура туман телензем, нумай да булап, квакта, кильде, пайлаганскер, теплескерзем, хересене, тада тенже виллибе валяргискер, унгышен чудалов, и инжене чудалза. Так, и еще три таких очень маленьких, коротких стихотворения. «Поле старинное», 1969 год. «О Божий, творение облика из ничего, зримо пробивший и не молкающий раз». Ну там дальше крест идет.
в образе поля. Авалги уйра, эй турajım, nimin sanar tu najerge, kurnmalla şadar zaduk nasker, vishtersker ак, уй санаринже. Запись «Апофатик» посвящается Константину Богатыреву. А была бы ночь этого мира огромна, страшна, как Господь неоткрытый. Такую бы надо выдерживать, но люди-убийцы краплены в тьму этой ночи земной. Страшно простая, московская страшная ночь. Ну это понятно, это написано на гибель Константина Богатырева, которая произошла при таких очень неясных обстоятельствах. Вот. Он был ближайшим другом Геннадия Николаевича. Ширна пофатик, шак тинжен каже пулинче, пызык хоружа ужылман туралла, она чацай термелеркуль, анжак шинзене шинвелерензене, шак шаржинжи кажен тетемлихне дирзедулдарна, пиди хоружа, мускаври хоружа каш. И стихотворение «Образ праздник» в день столетия со дня рождения Казимира Севериновича Малевича. Сознанием белого вдали человек по белому снегу, будто с невидимым знаменем. Санар уяв вагатне, Казимир Малевич уранларанда шаржул ударныгу. Шура тезепелеген, аякри першин, шура юрдарах, курнми ялавта пегех. Ну вот такие переводы. В Москве или там под Москвой Переделкино в 1954-1956 годах. Как раз когда в это время происходил такой, ну, скажем так, мучительный поиск айги, какого-то своего языка. И вот где-то во время он стал приближаться к русскому языку. И вот в этой поэме такая довольно надрывная, мучительная, там все органы чувств задействованы. Там есть такая строка, каждый сизеты мари таранчин, каждого последнего нерва, там все прочее, как бы такой какой-то идет очень, ну не знаю, попытка определения своего собственного голоса, своего собственного языка какого-то поэтического там и так далее. Ну, другая поэма к ней примыкает тоже, это Суслама же, начало, вот, написано чуть позже, в 1957 году. Вот, они как раз очень в плане вот того, что говорилось в Москве, о билингвизме, о двуязычии, о вот этих переходах с одного года на другой, она очень, наверное, важна. Вот. Спектакль поставлен. Ну, есть спектакль, да, вот. Отрывок из спектакля «Черезмах» Да. Иосифа Александровича Трера Дмитриева. Поэма «Черетева». Убабек мегерзее малых, чередни күтсе жетсен, седел резине чермалын пушмагын пужибе ирчен. Вай бедеде деваш тазабар ергелі пулын иргине. Кашны самах урашанабек, үттірей кашны таршыдық неш үжендермешкіл ұшлазасын немех темар. Немех темар. Мен бур үтпü сурат булзасын, үттірей кашны таршыдық не үжендермешкіл ұшлазасын немех темар. Мен бур үтпü сурат булзасын, ыратныне каш чагарма, үтпü галабышне чагарыз. Пушна лузымбе хестер шална шир чымырдан даларыз. Савадын канлеге, чибер бол тирикри шүрбелек канлех. Токмаз родастен булзан, уттугыштырдатса бумалых азырған улы булдырзан. Үтпü тачкада ленджер шемжеде себір булмалла. Шереватса чулзымчы тречер унайынчы. Ку үт балах чавенді маш бол. Карынмашы жынырызым. Верихемзем үтречелерді цех үтмашы. Симметри сакуне сисеха ехтебергене кужать. Волшебек үтпü, кужать юлғавы. Хайда сисмезрех упрать вол турилькири лапкалыға. Хукан лехне, шапла дербейлен упраганскер.
Утту, пертеанулжындыр. Эдем уттыбек тюреде сулмаклы булдыр. Анчы тредер дезен. Эс тухшинзем батне, пелдер. Ошрамын гитненеде, үйде турца ыратнене мәлбур саспа. Анжақ шинзем алла алба мамардыдаш. Сан аллуна коллег везен. Ал таппине тыца бахмажиш пырзах убашлыжы дезен. Андух. Келезенже шапладер вейлин, сан алда пиша планасаге деген зем. Свайлын, меллен, шурберджет кизене хывза. Ан пуст чырсан ене пырудым, ан шулық чырдезей. Ялан сан ховын, ирікледе шуда, илемле шуле болмалла. Тагамгалана пурны штелек. Шоп. Эбун челе шудинже. Шелеп кемар. Халхаллы шелеп пазардар манын пущинже. Кашны удобранах тербелин хвас пулзасында ана эп янышмы. Чынжын черелле, чынжын шинна. Гражданина числадып ядшив не білмезір. Хышчу хизебімір черезір. Мелгезіне тибес пулзан. Руштал кишпе. Сенгерде хулын юрайынже. Верелензе табаще итлер. Градулын пирже ушланы черезен. Шапла. Кулырзене подарыр изирильтместер везене. Смоленск-то пришел захварно. Солдат чери саспаныне вон вижу шултан ладып эбе. Тенже пуррин чуды эсманжын. Кужаша акшуда шартны жыл кунжылымра каласы мақшын санран кирли эп тубас шук. Сан ежунда пожылдада да пшакна эп хурлы жымра. Пір санжын же хайван курнадып кидеен талбас кала жура. Эшмезен зейн тав жири едіп. Шак ешпелмен курманныне. Шаврайып. Шаплага итледіп, камагалан чун хурлахыне. Анжақ итлері халяк манын күрже, шакварым егеде. Керек ашпақытра галаны керек мәлі самагеде, хоть камжында, шемше делайық, юравлы тухтыр чедезе, тудизіне ялан савайлан ажаш ажабек еметсе, хойде туймазыр, пурер телжін пәтчен тертленегенеде. Вал каяк сенбек алыземжин эшмезенет. Эшеритень. Анжақ кумбек алызем курманы. Хелваринче, әне дүлзе, телдел керенлензе хуралны, күт седырданы алызем пірреде каяк сенбек марчын. Ору ахлатны бек тапранже анне юриман азымра. Шакленже, үкреде манже, сатра, чунра, кунды ишра. Чун калып жебек упране, шак юр шоппан ыратса. Вильдес лещеш пелинши в юре, унка як непударна скер. Тенже пурин чуды эсманжын, ашрагана шак нагадам. Андив, еп сиренде булам, яга худук шазен дулдарна, ябыркаге съедепне, ириксерден пырза шакланна, тузанла пағыр вырынне, мәне бурса спаян расчы улын. Нимбейде шабын малық шук. Ача чухне еп адылра, хура дужак шури курзача, тем шак начал мыйын день. Тингердем чул хуран курнача.
Пиде сухалда тексемлетне, шабахта камжында булзан, пулас келеть, аллаврентне, упажуриде хужыран. Еп хамва яшан ми булзасын, вече хюжеш юнта пинде, херюн юшмешкин бушлазасын. Верегуш сень мускулезем еврланза турда менеде туймалыгах пулзашит сень. Еплеву линде. Каматнеде пулин. Кашпай, ирхине, солдат зермензерех кересче. Вери видели гюжине, шильшант на пужемба, югесче.